Занимаемся мосточками на этой самой. Ох, на улице очень сильный ветер. Прям невозможно. И материал у нас остался после того, как сделали вольер. И мосточки делаем. Ну, типа тротуарчик. Старые совсем сгнили. Алексей занимается этим. Вот такой тротуарчик у нас получается. Всем привет, друзья! У нас новый день и, как говорится, новые заботы. Пришло время убрать картошку. Вот здесь идеал у нас небольшой кусочек. Уже вся ботва почти высохла, и сейчас мы перед уборкой косим эту ботву. Алексей помогает и косит, убирает эту ботву, а потом уже завтра потихоньку начнем, наверное, уже. И даже сегодня копать нашу картошку. Этот участок мы первым весной первым посадили. Остальное там еще зеленое еще, конечно, но, наверное, этот участок, вот этот ботву еще уберем. Там еще вот эта вот бара, там еще зеленое еще. Пускай потихоньку еще будет доходить, там будут еще ночью заморозки. Заморозок уже был, такой мощный заморозок. Идея вот вообще почти уже нет. Когда он пытается выйти на прогулку, равно еще посиди пока там разберемся. Косит Алексей горбушей, национальной нашей косой. Ну, проще его, конечно, это делать как серп. Взял за ботву, подернул и отбросил в сторону. Он вот так косит. Там скошенную ботву убираем с участка, и получается вот такое чистое поле. Теперь вот это с борозды в одну кучу эту ботву сейчас Алексей соберет. Кстати, моя подписчица там просила передать, по-моему, пару человек даже. Дашу, я точно помню, что Даша просила низкий поклон передать Алексею и дяде Мише. Дяде Алексею передал. Алексей, тебе большое спасибо от моей подписчицы. То, что помогаешь, работаешь. Вот передал. Спасибо. Погода летняя сегодня, ребята, вообще. Вы видите? Небо такое синее. Вообще осенью, ну,
есть такая прохлада осенняя. Чувствуется, конечно, это не лето жарко, не июль, а все равно тепло. Дороги, поле тоже убрано. Ну, как бы ботва убрана. То все, готовимся к уборке урожая. Хотя ботва тут зеленая тоже еще. Ну, время пришло уже, пускай картошка немножко без ботвы наберет себе сил земли. Вот такая, и там кучки. Это уже после уборки, потом все уберем ботву. Можно, конечно, и ботвой убирать, но это неудобно. Привыкли и так очень хорошо даже. Такой момент застал. Мария Олеговна хочет сегодня испытать баню. Все время еще топили там, чтобы запах от ржавого железа исчез. И каменку сложили, чтобы камни прокалились. И тоже запах, чтобы дрова колят, Мария Олеговна. Всем привет, скажи. Привет всем. Дровокол. Ну да, приходится. Опять скажут мне, что я не помогаю. Ну-ка еще раз. Давай я тебе словом помогу. Раз. Видите? Как не помогаю? Помог, давай. Давай словами. Словами помогаю. Умка там воет. Невозможно. Просится на волю. Да, но не знаю, сегодня даже, наверное, не получится у меня с ней до речки съездить. Потому что объявили еще стачельства новые. О, Господи. Ой, да, вот-то я и да. Ага. Ну. Новый порог. Осторожно, да, не привыкла еще. Вон мосточек сделали новый для бани. Вот такой здесь тоже печка личная. Тоже мосточки такие сделали. А потом, пока дальше перестали, потому что, как я уже говорил, сначала материалы там надо использовать, материалы на колодец. И если там останется, потом только будем тротуарчик это делать дальше. А пока топит баню Маша, а пока вот так. Баньку растопила. Банька уже готова. Ну, банька сейчас вообще классная получилась, да? Да. Раз, одну партию и хоть парся, все. Камни горячие, вода горячая. А ты, я смотрю, еще чесноком занимаешься. Высушился, да, чеснок, да? Да, вроде бы. И, скажи давай, как ты будешь хранить этот сушеный чеснок? Ну, обычно там вешают чеснок, такие мешочки, можно в носочки, можно там и мешочки из щеточки, из тюля делают. А мы обычно просто храним в подвале. У нас подвал холодный, ничего там с ним не случается. Вот такой таре, да. Маша по-русски говорит, тяжело я объяснить, я как могу, я сам объясняю. Вот показывали это как чеснок. Ну, он сейчас высох, и эти вот стебельки она режет, и крышки, и этим занимается. Мы с Алексеем, вернее Алексей, я-то там что, убрал, подготовил, так сказать, небольшой плацдарм для начинания картошки. Если сестра приедет, завтра начнется... Это, наверное, за 10 дней, наверное, до скапывания картошки, наверное, нужно резать листья. А какая разница? 10, не 10. Главное, чтобы ботва не мешалась, да и все. Вот. Так что все занимаются. Ну, ты оценку скажи за баню-то мне. Баня
Погромче, а то ничего не слышно. Баня теплая. Теплая. Баня теплая. Можно, вода греется. А старая баня? Старая баня была. Старая печка, вернее. Вон как раз печку еще не убрать, или надо металлолом сдать. Печка как... Старая печка, вообще говно печка, так скажем. А эта печка получилась на ура. Очень даже... Одна партия вода кипит. Бак сколько там? 40 литровый, по-моему, да? Бак кипит. И камни И горячие. баня тепло. И в бане жарко. Да. И, ну, короче, все нормально. Как мосточки тебе? Снова с бани, новые Все мосточки. отлично. Ну, похвали нас. Все отлично. А то здесь была грязь. Когда Да. дождливая, вообще грязь. Сегодня занимаюсь дренажем, а то у меня старая яма заполнилась и делаю новую дренажную яму. Но это уже показывать не буду. Когда все готово будет, может покажу, а может нет. Бочка, друзья, еще не закончена у нас. Бочка, наверное, сей год не получится никак. Надо люк открыть, пускай выветрится. Может на следующий год кто-то уже это самое из сварщиков заварит мне. Ну, немножко покажу. Вон, сестра приехала и выкопала. Идеал какой. Погода солнечная и пускай сушится. Нормальная картошка такая. Идеал в этом году не подвел. Но, к сожалению, его мало мы посадили. Учитывая, что 2 года уже вообще не было идеала сорта. Ну, урожая сорта. Вообще. Очень. Прошлые годы вообще так. И мы посадили чисто вот, потому что мама с отцом любят вот этот сорт. Чего вот стоечка и получилось. Тот участок уже не делал, еще его не выкопали. Такая картошка. 20-20. Нормальная такая картошка. Я бы сказал, крупный урожай. Решил поближе поснимать, как сестра копает картошку. Но это уже совсем другой сорт. Вообще неизвестный сорт какой-то. Сами не знаем какой. Ну, вроде бы тоже картошка есть. Ну-ка покажи, какая там в руках. Нормальная такая, нормальная клубника. Короче, урожай картошки есть. Копаем вилами. Никакого способа нету. Погода замечательная. Тут мелковато, да? Ну тут очень, в это год лето-то засушливое было, а тут земля как этот. Очень сухая. Песок практически. Ну, если честно, сорт этот какой-то не такой. Не такой. Идеал красивый в этом году. А этот что-то не то. Это не Аврора, это не знаю что вообще. Тут вот этой палки, вон палка. От этой палки там всякие разные сорта идут для проверки. Это зависит от сорта. Вот вон какая картошка. Это тоже на одном поле. Вон, Ну-ка, какие крупные. Вон. вот там крупные, да. А поле Это уже другой сорт, давай. Да, это уже другой сорт. А, вот. Это уже совершенно другой сорт, и там картошка крупная. А вот это с этой палки уже начинается какой-то, черт его знает, тоже не. Вот именно от сорта все зависит. Хоть и земля одна и та же, а Это сейчас картошка. да.
А это же тоже, наверное, тоже. Ну, тоже получается. Да. Ой, не вижу я. Ну так, урожай нормальный будет все равно. Там дальше основной все равно там большая картошка. Вот, замечательная какая картошка. Это тот же сорт. Неизвестный, да? Не. Сорт. Еще известный зеленца. А, зеленца. Зеленца вот привозили тоже с республики Комы, зеленца. Какая крупная картошка. О, голова. Да. Красивая. Так, друзья, пара моментов насчет своего дренажа от дома. Пока там с бочкой проблемы у меня еще не решил. А вот получается, что дренажная яма там, она заполненная, и сделали новую, вырыли вот сюда и поставили покрышки от старых грузовых машин, выкопали яму, внизу сделали подушку из щебня, потом старые кирпичи вокруг. И что-то я и не собирался это показывать, но немножко покажу. Вот такая система получилась. Ну, на лет старая яма хватила на где-то лет на 8-10, наверное. Ну и это должна хватить. Вот. Все. Как всегда, работает Алексей. На улице тепло, вон столько уже там картошки сестра выкопала. Я уже близко туда не буду залезать на пахот, ну, на землю. Потом покажу, как у нас и что будет. Мешки стоят. Картошка вроде есть. Такая крупненькая картошка. Наш дренажный колодец остановился, как сказать, в развитии, потому что не оказалось утеплителя для трубы. Вернее, вот на таком уровне труба заходит в колодец. Еще сюда будем ставить одно, так сказать, одно колесо, одну покрышку. Половина покрышки еще покроется землей, а половина уже будет как вместо люка. Туда еще сделаем люк, и еще будет четко. Яма где-то, ну, 1,5 на 1,5, и глубиной тоже где-то примерно 2 метра. Вот такая. Идет с дома, и ну, тут вода, я уже говорил, будет. Никаких отходов там нету, тут чисто вот вода использованная, техническая вода будет сюда сливаться. Ну, вот и все, закончу это такое видео, сборку видео. Там работа, сям работа. Потихоньку, по кусочку все собираю видео, что происходит у меня во дворе. Остался вот такой дренаж. Вот этот дренаж. Мы бы сегодня закончили. Ну, вернее, Алексей бы сегодня закончил эту всю систему мою. Но не оказалось утеплителя. И будем ждать, ну, когда пройдут выходные, надо купить этот утеплитель для этой трубы. И посмотрим, что будет зимой. Это будет, тут нету туалета, нету даже раковины, тут чисто идет, вода будет идти с стиральной машины и с ванной. Ну, то есть чистая вода. Вот. Ну, вот прежняя яма прослужила где-то лет 10. И думаю, эта яма тоже прослужит столько же. Вот, так. Самый дешевый, так сказать, вариант дренажа. Ну, на этом все. Заканчиваю видео. Всем пока. До новых видео на нашем канале. Всем пока.